بسم الله الرحمن الرحيم. Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Имам ат-Тирмизи привел хадис от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Ахбиб хабибака хаунам ма, аса якуна багидака яуман ма, ва абгид багидака хаунам ма, аса якуна хабибака яуман ма». Люби своего любимого человека умеренно, не очень сильно. Может быть, ты станешь ненавидеть его, и он станет ненавистником в определенный день. И проявляй свою ненависть тому, кого ты не любишь, умеренно. Может быть, он станет твоим любимцем в один из дней. Какую пользу мы возьмем из этого хадиса? Ислам призывает к умеренности. Умеренность во всем. Умеренность в еде. Умеренность в одежде. Умеренность в словах. Умеренность во сне. То есть спать умеренно нужно. Все нужно делать умеренно. И любить тоже нужно умеренно. И ненавидеть тоже умеренно. Должна быть золотая середина. И очень плохо, когда человек полностью не контролирует свои эмоции и полностью отдается в любви к чему-то, да? И полностью ненавидит кого-то. Это неправильно. Нужно быть умеренным во всем. Если ты будешь полностью любить какого-то человека, ты из него создашь как бы идеал, да? И потом любая его ошибка приведет тебя к разочарованию. И ты перестанешь его уважать и перестанешь его любить. И также обратно, если ты ненавидишь кого-то, ты ненавидишь в нем все. Это неправильно. Есть в нем хорошие черты, за которые можно уважать. Есть в нем черты плохие, за которые ты его не любишь. Но Аллах меняет сердца людей. И в один из дней Аллах может поменять твое сердце, и ты того, кого сегодня ненавидишь, завтра можешь полюбить. И также наоборот. Поэтому нужно следить за своими чувствами и быть умеренным в своих чувствах. Иногда бывает, что ты очень сильно человека полюбил и начинаешь ему рассказывать все свои секреты, открывать ему душу, говорить ему все свои недостатки, недостатки своих родственников, недостатки своих детей. Потому что ты очень сильно доверяешь этому человеку, и ты его очень сильно любишь. И в один день он может стать твоим врагом. И если он человек неумеренный, если он не боится Аллаха, он начнет использовать все против тебя. И будет всем людям рассказывать, какой ты плохой, какие плохие у тебя родственники, какие плохие у тебя дети и так далее. В общем, он станет твоим врагом, если он не будет богобоязненным, он всю информацию будет использовать против тебя. Поэтому нужно быть умеренным во всем. И опасные люди, которые очень сильно любят и очень сильно тебя уважают, это опасные люди. То есть это люди, которые не держат своих эмоций. Эти люди могут в один момент перевернуться на 180 градусов и против тебя пойти. Поэтому призывайте друг друга к умеренности. И если вы кого-то ненавидите, не проявляйте ненависть полностью. Замечайте в человеке его хорошие качества. Не делайте врагов, не ищите врагов в себе. Старайтесь жить в этом мире таким, чтобы ни с кем не конфликтовать и не было у вас врагов. Это нехорошее качество, со всеми ругаться. Там несколько человек твои друзья, а остальные все их терпеть не можешь, да, грубо говоря. Такого не должно быть. Должна быть умеренность во всем. Вальхамдулилля.